все, дошел до паркинга. В общем, я прошел в общем 9,5 миль с общим подъемом 1500 метров. Ну это ладно, подъем-то это фигня. Не ожидал, что тропа такая будет, каменистая, тяжело по камням скакать. И прям переживал, чтоб ногу не свернуть нигде, особенно на спуске. Очень прям тяжело было. Ну, мне понравилось, офигеть. Видок, конечно, с гор я не посмотрел. Так, чуть-чуть только, но ладно, этого хватило. Горы сегодня так решили не показывать свои личико, свою красоту. Фух, я доволен, кайф. Ну все, следующий день. Ноги болят после вчерашнего похода в горы. Приятно болят так, ну мышцы прям вообще закислились, я давно так не ходил. Сейчас я в Нью-Йорке, в штате Нью-Йорк, в городе Рочестер, что на берегу Эри. Ой, не на берегу Эри. Че гоню? До Эри еще ехать. Вот, еду я на Чикаго. Вот, а с Чикаго, надеюсь, уже домой, во Флориду. Единственный момент, во Флориду вообще неохота. Если бы не дети, я бы туда не ехал. Там такая жара сейчас. Жара, влажность, а тут очень хорошо. Сегодня днем дождик покрапывал и было 18 градусов аж. На заправке я аж немножко подмерз. Ну кайф, просто кайф. Во Флориду вообще неохота. Ну что, сегодня 25 число. Вот, сегодня у Аечки день рождения официально. Она родилась практически после салютов, День Республики, День Чувашской Республики. Там в час ночи 25 числа, формально 25 число уже. Вот. Фу, я сейчас под Чикаго, еду в интересное место на побережье озера Мичиган. Здесь есть песчаные дюны. Вот я сейчас решил на велике покататься. У нас такая возможность есть посмотреть красоту. Потому что мимо много раз проезжал, но не гулял, не смотрел, не видел. Посмотрим, что там. Так, все, приехал тут на пляж, на дюны. Велик парканул. Фу, какой-то винт. Фига себе. Металлический, чугунный какой-то, походу. Обалдеть. Вот здесь карта. Индиана Дюнс. Индианские дюны. Сейчас будем гулять пешочком, смотреть. Еще искупаться планирую. А вон там у нас и Чикаго. Красавец на горизонте. Офигеть. Интересно ночью посмотреть. По сути, это песчаный пляж, просто такая. Песчаный берег. С такими. С дюнами. Поросшими лесом. Как в нашем Заволжье. На Волге. Вот, пойду поднимусь на горочку, посмотрю с высоты. Вон тут пляж. Скучает спасательница. Ох, тут с горочки вообще красота. Но Чикаго, конечно, бомбическое. Вот Чикаго сколько раз проезжал мимо, ни разу там не гулял. Чикаго это такой транспортный узел. В принципе, траковая столица США, потому что он находится так относительно в центре. Все дороги через него ведут. Вот, и грузы там, соответственно, много производств, грузы быстро находятся, поэтому там особо не торчишь в этой эрии, поэтому как-то не удавалось там стоять, зависнуть. Все быстро находится, отсюда быстро уезжаешь. Вот. Как-нибудь надо погулять, но не летом точно. Пойду искупнусь, спущусь. Что-то сегодня вареный весь какой-то.
Ох, кайф вообще. Вначале кажется холодно, а потом залезаешь и привыкаешь. Я просто смотрю на людей, думаю, они вообще не вылезают оттуда. А на самом деле вообще привыкаешь быстро. Прям хорошо так. Свежачок. Даже вылезать не особо хотелось. Мичиган, озеро. Мичиган. Пойду вдоль берега гулять. Берег хороший. Сейчас от пляжа отошел чуть-чуть. Людей вообще нету. Красота. Аромат пресного водоема, конечно, совсем отличается от морского. Прям сразу чувствуется это. Такой, как волжский аромат, такой бриз волжский. Такой запах такой гниленькой рыбки. Такой, блин, тоже по-своему офигенно. Морской по-своему классный. Но речной он такой родной. Хотя это озеро, но пресное. Вот запах пресного водоема конкретно. О, рыбка вяленая тут на пляже томится. Следов вон чаек сколько. Идет на осетра похож какой-то. Смотри, какой-то осетр. Кто это, скажи мне? Чаечка. Гуляю по этим берегам, вот прям воспоминания нахлынывают. Прям флешбеки такие. С волжскими нашими путешествиями, когда вот мы с Саечкой, с Настей поехали в мировое кочевье. Вот мы вдоль Волги ехали, Нижегородская область, Ярославская. Там тоже такие места красивые, тоже песка много вдоль берега. Песочек, река, лес рядом. Вот у меня прям воспоминания вот на те места очень похожи сильно. Сейчас пойду в лес, буду там кайфовать. После шумной воды зайти в тихий лес — это наслаждение. Поднялся на дюну, на реально высокое. Вот, с одной стороны озеро, а с другой зеленое море, огромный лес. Класс. Песчаная тропинка. Блин, красота. Я такого никогда не видел, чтобы такая песчаная тропинка была. В лес зашел, что-то меня оводы, комары тут одолели. Летают, блин, не дают наслаждаться лесом нормально. Да раздражают, капец. Пойду так что обратно к дюнам, к озеру. Там ветерок обдувает. Хорошо. Посидел на холме, сейчас так помедитировал с закрытыми глазами.
успокоился. Тут что-то какая-то вот с работой все равно тревожность, стресс. Необходимо успокоиться. Я кайфанул. Крутое место здесь. Отметил его, конечно же, на карте. И буду рад еще приезжать сюда. Еще. Реально там классно. Можно дзен поймать такой на этих дюнах. Блин, велик красавчик. Вот не могу насмотреться. Вот эстетическое удовольствие я получаю от велосипеда. Я говорю, вот ничего мне так не доставляет удовольствия, как вот разглядывать велосипед. Особенно люблю, когда он в комнате стоит, вот велик, возле стены ты смотришь. Особенно, когда он нагруженный, особенно вот снаряженный в путешествие, это особый шик еще. Это вот такой вот. Вот машины, например, мне вообще не интересны. Вот какие бы там старые бы не были ретро, вот не получаю эстетического удовольствия. Вот велосипеды — это красота. Ну, вру, единственная из машин, которые мне нравятся, да, эстетически вот взглядом, это те машины, которые были у меня в детстве, которые ездили где-то. Легенды 90-х, вот Мерседесы, БМВ, вот. Это те машины, которые ты смотрел там по телевизору, на улице у тебя проезжали. И вот как-то с детства, видимо, отложилось. Ну, и не только с детства, это реально красивые машины. Вот эти вот 80-х, 90-х годов. Мерседесы, БМВ, Ауди какие-нибудь, некоторые. Вот. Ну еще забыл, мне еще Toyota Avalon мой нравится. Тойоточка моя красивая. Особенно вот задняя часть, она прям офигенная. А еще круто на велик сесть после такой крутой прогулки. Вау. Эти чувства. Свежий воздух в лицо. Прохлада лесная. Закат.